Во второй заключительный день фестиваля студентам показали 3 фильма. Один из них об абхазах на Донбассе военкора Павла Кукушкина. Центральной фигурой документального кино стал командир интербригады «Пятнашка» Ахра Абицба. После просмотра фильма в ходе дискуссии он рассказал о том, как еще в 2014 году решил добровольцем пойти на Донбасс и как потом сформировалась «Пятнашка». Повторю не в первую сотню раз, что почему было очень много. И все почему нас бы привели на Донбасс. Сожженные люди в Одессе привели бы. Защита языка, своих ценностей, флага привели бы, потому что мы это пережили. Передать спустя 25 лет Унаунцу привет и сказать «ничто не забыто» привело бы. И передали, они возмущались, что я приехал на Донбасс. Я им всегда отвечал: у вас был батальон, я пришел один, чего вы так истерите? Но оказалось, что все-таки истерика была оправдана, потому что у нас стала бригада. Чем отличаются на войне абхазы, рассказал и военкор Семен Пегов, которого смело можно назвать амбассадором абхазской культуры. И для меня сама «Пятнашка», вот, да, Паша вспоминает сейчас кадры, которые он использовал, и Ахрик тоже не даст соврать. Нету подразделения, с которым я ходил бы в бой, кроме этого, действительно. Я каждый раз не хотел, и каждый раз судьба распоряжалась таким образом, что обычно журналист или репортер приходит на то место, куда бойцы уже дошли, где они закрепились, там оборудовали позицию, ты уже можешь там приехать, да, с риском для жизни поснимать какие-то свои кадры. Но вот каждый раз я вкруживала с ними в такую движуху, что ты идешь реально на штурм и понимаешь действительно, что твоя судьба неразрывно связана с этими людьми и с этим народом. Я не знаю, сам Господь, наверное, так предопределил, что моя жизнь и судьба, где бы я ни находился, да, будь то в Сирии, да, это тоже люди, с которыми тогда я легче всего нашел общий язык. И повторюсь, вот меня сама судьба связала с Абхазией. На какой бы войне я ни оказывался, где бы я не путешествовал, вечно всегда вот Абхазия присутствует невидимо со мной. Об особенностях добровольческого движения в годы Отечественной войны народа Абхазии 92-93 годов рассказал председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашик. Российские журналисты вместе с нами делали все, чтобы каким-то образом повлиять на информационную составляющую в 90-е годы. И сегодня вот в этой аудитории, в присутствии военкоров на вашем форуме, я хочу перечислить имена российских журналистов, а потом еще и вспомню абхазских тоже, те, которые в самое сложное время, когда произносить слово «Абхазия» или грузино-абхазский конфликт в эфире Первого канала не поощрялось. Это Светлана Беклемищева. Ее фильмы и передачи, которые она подготовила во время Отечественной войны народа Абхазии, хранятся у нас в архиве. Мы периодически их вспоминаем, показываем. Это Владимир Мусканов, один из ведущих российских информационных журналистов. Работал он на Первом канале, потом на НТВ, потом на России. Сергей Шатунов, который в первый день нашей Отечественной войны, 14 августа, с кем я делал первый репортаж, и Вадим Фифилов, и многие другие российские журналисты, которые сыграли очень важную роль в информационном разъяснении ситуации. По словам Руслана Хашик, в годы грузино-абхазской войны российские журналисты помогали прорывать информационную блокаду, рассказывая о том, что на самом деле происходит в Абхазии с широкой аудиторией. По его словам, задачи и методы военкоров с тех пор не изменились. В любые времена герой для журналистов – это герой, человек, личность. Они не меняются. Воин, что в нардском эпосе, воин, что в нашей войне, воин в других. Это личность. Главное, чтобы журналист мог раскрыть, мог показать. Вот так же, как вот в этом фильме. Я помню первый фильм военный в условиях войны. Мы в апреле снимали фильм про Олега Чанова. Он был командиром эскадрильи Су-25.
Наш соотечественник оставил службу, приехал в Абхазию и летал на дельтаплане и погиб. Представляете, вот нужно журналисту, нужно раскрыть, кто это. Ну а Хравец бы дополнил, что сегодня у журналистов появилось больше технических возможностей передавать информацию прямо с поля боя, делая пропаганду более эффективной. В 90-е годы они были более летописцами. Они сохраняли ту культурную подноготную конфликта, лица, происходящее, то сегодня они являются прорывниками, потому что сегодня есть интернет, того, что не было в 90-е, сегодня они больше являются еще и пропагандистами. Тогда пропаганда в чем заключалась? Произошла ситуация, потом со временем блокаду сняли, и уже начинаешь пропагандистские фильмы рассказывать и так далее. А здесь происходит здесь и сейчас. Семен Пегов в 2014 году приехал, снял один отряд, второй отряд. Люди уже знали, куда и хотят ехать. Они ехали по лицам, по командирам. Моторову, как Моторову, создал Семен Пегов. Согласился с ним и военкор Руслан Гусаров, соавтор фильма «Абхазы на Донбассе». Он рассказал, как создавался фильм. Конечно, и фильм влияет прежде всего на тебя, на съемочную группу. На вот тот материал, который мы видим, потом просматривая его в монтажке, это же ты заново тоже все это проживаешь, потом это все откладывается в сторону, начинается новая история. А потом люди сидят в зале и видят то, что вы ему дали посмотреть и что вы хотели сказать. Конечно, иногда вот украдкой посмотришь на людей, на их реакцию, на глаза. Почему я спросил про глаза? Мне важно видеть людей. Участники дискуссии открыто отвечали на все вопросы аудитории, в том числе и о том, как снабжаются сегодня бойцы Донецкого фронта. Ну, я с 2014 года в Донецке, поэтому у нас простой принцип, что спер, то и напер. Поэтому мы идем по принципу территориальной обороны. Все, что на нашей территории бросается, мы забираем. Несмотря, что это регулярная армия, сломалась, все танки и ушла там дальше, а должны подъехать рембаты. Мы так не понимаем. Танк наш, значит, надо его охранять, а если никто его не охраняет, значит, он брошен, его могут размародерить. Поэтому он идет сразу в стойло. Мы его ремонтируем в полях. Фильм «Абхазы на Донбассе» – это не только способ объяснить, что такое добровольческое движение и почему абхазы сегодня воюют за Донбасс, но и память, которая осталась от тех, кто не вернулся. Я старался его сделать светлым, да? Я старался его сделать, показать, ну тут и командир говорил, что абхазы это очень и гостеприимный, и веселый народ, и с чувством юмора. Но тема такая, что гибнут парни, да? Гибнут молодые ребята, многие из них еще даже детей своих не родили. И другого бы не получилось просто. А я всего лишь собрал ту хронику, которую снимал, находясь с ними вот бок о бок с самого начала, и постарался просто максимально всех показать, понимая, что это возможность показать их в первую очередь близким людям и оставить память о них. Это очень важно. 70 добровольцев из Абхазии погибли на Донецком фронте. Сколько абхазов на фронте сейчас – военная тайна. А из того, что можно рассказать, Абхазия – первая страна, которая оказала Донбассу помощь не только в живой силе, но и гуманитарную и культурную поддержку, отправляя на фронт подарки, концерты и своих врачей уже на протяжении 11 лет. Марианна Котова, Владимир Капуза, Абаза ТВ.